В нашем прекрасном городе мы знаем, что находится самый великолепный дом. Это Дом Божий, который был освящен от престол его в честь святаго пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. В свое время, когда еще в 1800 году, когда была, только такая хорошая идея создать в этом населенном пункте храм Божий, проявился один из этих всех инициаторов, добродетелей, человек, которого звали именем Иоанн. Он являлся одним из, ведущих титоров, благотворителей, который старался не только, своим умом, своими идеями, но старался и свою лепту, свой физический труд внести, для того, чтобы этот храм был воздвигнут для следующих поколений, чтобы люди могли приходить и молиться, благословлять, величать имя Божие. Очень благочестивый поступок эти люди сделали в то время. В то время люди имели такую, более бедную материальную обстановку, но они чувствовали, что помочь им жить благочестиво только может Господь Бог. И из той истории 1800-х годов мы видим, что когда было переселение сюда наших предков, прародителей наших, они не столько стремились созидать свои дома, сколько Дом Божий. Если упираясь на Священное Писание, на святых отцов, святые отцы церкви нас учат тому, что самый хороший дом в населенном пункте должен быть Домом Божиим. Он должен быть выше, красивее и светлее всех остальных домов. Чего мы не скажем о сегодняшнем нашем времени. Потому что есть дома, которые более сияют, люди, которые очень большие средства вкладывают в это, чем великолепный внешний вид самого собора. Это то, что касается, материальной базы. И этот человек, который старался созидеть, было решение Священного Синода, чтобы раз он Иоанн, то значит храм был освящен в честь Иоанна Крестителя. Не в честь этого благотворителя, потому что он, как добрый человек, он старался помогать. Но он не святой. И не можем мы храмы освящать в честь грешных людей. А было избрано всеобщим собранием, пришли люди к общему мнению, что в честь святаго пророка, предтечи и крестителя Иоанна назвать этот храм. Святой Иоанн Креститель, он является покровителем и молитвенником перед престолом Божьим за весь наш город, за все те поколения, которые родились, за те поколения, которые уже предстали перед Господом Богом, отошли от этой жизни. Он молитвенник, потому что он наш заступник и ходатай перед Господом Богом. Очень отрадно, что от года в год люди постоянно в храм приходят, и очень отрадно, что то семя, которое эти люди посеяли, еще, в 18-м, это не забыто. Сегодня дети крестятся, венчаются, то есть жизнь идет своим необходимым путем. В этом году, дорогие братья и сестры, у нас в очередной раз празднуется престольный праздник, храм города. И что мы сподобляемся в последнее время, что последние несколько лет у нас на этот праздник мы сподобляемся, что был сам предстоятель Молдавской православной церкви, владыка Владимир, митрополит наш. Мы знаем, что владыка Владимир является даже членом Синода Русской православной церкви возле патриарха. Для нас это очень высоко, для нас очень честно, высоко, что наш предстоятель является очень высоким человеком на русской земле. 20 числа у нас в 8:20 встреча первого архиерея владыки Никодима, в 8:30 мы встречаем владыку Анатолия, и где-то в 8:40 встречаем самого предстоятеля Молдавского православной церкви, владыку Владимира. Значит, у нас устроено так, что на встрече высоких священноначалий мы обязательно приглашаем нашу региональную светскую власть, уважаемую Ирину Федоровну, мэра города, председателя муниципального совета, ребята, которые постоянно рядом с нами находятся, и также, конечно, наши прихожане, которые наполняют и украшают своим бытием, своим явлением наш прекрасный собор. Красота храма, она заключается в полноте ее жизни. Если есть там народ, есть там детки, значит, храм живой, в нем кипит жизнь. После встречи у нас совершается богослужение. После богослужения совершается крестный ход вокруг собора и краткий молебен о здравии,
которые заключают в себе прошение о здравии, благодарение Господа Бога за Его благодеяние. И, конечно же, что самое важное в этом молебне, читается молитва, где мы просим Иоанна Крестителя, чтобы он еще на год нас всегда старался охранять, молиться, чтобы он наш богохранимый город защищал от всяких суетных вещей, от всяких напастей, от всяких катаклизм природных. И, конечно же, особо, что у нас сегодня есть, скажем, такие тяжелые моменты в жизни, у нас очень много больных людей. Очень много. И мы просим в молитве, чтобы Он старался молиться за нас, укрепить, чтобы наш народ здравием телесным и душевным. Значит, после богослужения, у нас всегда, конечно же, в этот прекрасный день праздничный обед, куда приглашаются священноначалие, священники, которые приходят с ближайших населенных пунктов, праздничный стол всем нашим прихожанам, люди, которые приходят, люди, которые живут в этом городе, для всех есть доступный, спокойный, горячий обед для каждого человека, потому что праздник есть для всех. У нас у гагаузов есть очень такой твердый, благочестивый обычай. Пришли на курбан, обязательно того булгур, который делается, должен кусить каждый православный христианин, который живет в этом населенном пункте. Также в этот день приезжает нам очень много гостей из Кишинева, которые чествуют, уважают, они нас приглашают, мы их приглашаем. То есть эта гармония жизни, она есть, она должна быть. Также я хочу, дорогие мои, всех вас поздравить этим светлым праздником и каждому из вас пожелать Божьей милости, пожелать крепкого здоровья. И вспоминая житие пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна, мы должны стараться всегда помнить, о чем он нас призывал. Он для нас очень близкий святой. Он, ходя по пустыне, он говорил, да, в то время было очень мало людей, которые, может, обращали внимание на его слова, когда он просил ветхозаветный народ, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть это учение, это слово отцовское мы никогда не должны забывать. И всегда мы должны стараться помнить одно, что мы очень счастливый народ, что православные мы родились, потому что мы, согрешив, имеем возможность прийти, попросить у Бога прощения, попросить у Бога силы впредь жить благочестиво. Поэтому это очень хорошая возможность, когда мы запачкались, можем пойти, очиститься, переодеться, обновиться духовно и жить дальше благочестиво. Это очень важно. Поэтому никогда мы не должны отчаиваться, что я там согрешил, там всякое в жизни бывало. Надо приходить в храм, потому что храм – это любящая мать.